Много раз за свою историю Абхазия попадала в беду. Войны, насильственное переселение, период политических репрессий. В самые тяжелые времена неизменно появлялись люди, которые были нужнее всего. Они отдавали всю свою энергию, талант, чтобы спасти страну и изменить ход истории. Таким человеком был Геннадий Леонидович Гагулия. Геннадий Гагулия родился в 1948 году в селе Лыхны, историческом сердце Абхазии. Именно здесь жили владетельные князья, именно здесь, на поляне Лыхнашта, проходили народные сходы в самые важные исторические моменты страны. Отец Геннадия Леонидовича был очень уважаемым и известным человеком во всей Абхазии. На протяжении 17 лет он был председателем сельсовета Лыхны. Леонид Гагулия встречал и сопровождал всех партийных лидеров, приезжавших в центральное село Абхазии. Детство Гагулия пришлось на сложное время. Страна находилась в тяжелом послевоенном состоянии. Был голод. Несмотря на все это, Геннадий Леонидович всегда с особым теплом вспоминал детские годы. В 1967 году, окончив Бамборскую среднюю школу, Геннадий Гагулия отправляется в Минск поступать в Белорусский политехнический институт. В те времена этот вуз входил в десятку лучших учебных заведений Советского Союза. Будучи единственным абхазом в многотысячном вузе, он чувствовал особую ответственность и старался достойно представлять свою маленькую страну. Минск и Белоруссию Геннадий Леонидович очень полюбил. В одном из разговоров он поделился, что эта страна и эти люди своим радушием и открытостью напоминали ему о родных краях. Здесь он ощущал себя как дома. Геннадий Леонидович был удивительно интересным человеком. Он был и хорошим специалистом, был умелым руководителем. Жизнь его испытала на разных должностях, начиная от рядового инженера-строителя, руководителем строительного подразделения, которое строило современную Рицу, руководителем сложнейшей организации, какой являлась кооперация в Гудаутском районе. И, конечно, особо проявились его качества в роли уже современной Абхазии с приходом Владислава Григорьевича, который заметил в нем незаурядные качества организатора и руководителя, назначил его руководителем Госкомитета по внешним связям. На этой должности Геннадий Гагулия укрепил внешние связи, которые совсем скоро окажутся спасительными для страны. В 1992 году в Абхазии началась война. Это было начало одной из самых страшных страниц в современной истории страны. Роль Геннадия Леонидовича
в этой войне стало одной из ключевых. На второй или на третий день вы знаете, мы покинули Сухум вместе с президентом. Приехали в Гудауты, приехал туда президент, парламент, там все, кто были. Ситуация была настолько сложная, что, вы понимаете, людей было очень много, с Сухуми, там, с Гагры, все вот это вот. Надо было людей кормить, одевать, я не знаю, там, значит, армию создавать. И вот мы сидели, Геннадий Леонидович, мы так говорим, он, я говорю, пойди к президенту, пойди, скажи, что вот такое дело, давай создавай группу, будем заниматься, которой будем определим, что мы имеем у себя, с чем мы можем воевать, так сказать. Потому что еще, честно говоря, никто еще не знал, как пойдет. Как бы думали, что очередное такое, недельку там, оказалось, как видите, больше года. И вот он возглавил вот эту группу по обеспечению людей, населения, армию. Не помню, чтобы кто-то пожаловался, что был голодный, что был холодный, что был это очень важно. С Геннадием Леонидовичем я познакомился в начале войны. Познакомился я очень близко. До этого я его знал, слышал, но так близко не общался. Когда в августе война началась, как и все, мы, актеры, художники, собрались, искали оружие. Где-то дней 10, у меня был Запорожец, искали, не нашли оружие. Потом мы обратились, вся власть уже была в Гудаутах, и мы обратились, что мы были полезны, потому что мы безоружные. И сказали, что мы обратились к Геннадию Леонидовичу. Он занимается организацией гуманитарного груза и все и прочее. И я пришел, обратился, сказал, что у меня группа актеров, которые без оружия остались, чем мы могли бы быть полезны. Он сказал, да, я найду вам работу, мы получаем гуманитарный груз катерами. И вот там в Гудаутах маленькая пристань, будем выгружать ночью, иногда рано утром, потому что Гагра же была занята, и катеры приходили ночью, и утром они обратно должны были плыть обратно в Сочи или в Северный Кавказ, откуда. И вот так организовалась группа, я как бы старший, и мы начали работать с ним. Тогда в советское время мешки сахара и мешки муки это были 70-килограммовые. И туши мяса это 70-50 замороженные туши баранина, свинина. Вот это все мы выгружали. И 12 человек выгружало, иногда считали в кожанке человек 20. Это было тоже интересно. Я вообще не понимал, почему они вот все считают человек 20 с чем-то, и хоть помогли бы. Я так решил, что так распределено, видимо, да. Потом я как-то Геннадий Ильич сказал, Геннадий Ильич, объясни мне, пожалуйста, почему нас 12, мы вот почти голые, там тяжело же, жарко, выгружаем и замороженные, они все видят, и в кожанках люди считают, эта война еще столько нам откроет. Это начало. Вообще вся наша жизнь как-то разделилась до войны, во время войны и после войны. И во время войны это для меня гнетущая была не сама война, а гнетущие были наши потери, наши близкие, которые гибли в войне, наши близкие, которые страдали. С Геннадием Леонидовичем мне пришлось, во всяком случае, по работе столкнуться в начале 2000-х годов. Были непростые, как говорится, отношения. И связаны они были с работой. У него свои требования были, у меня свои подходы были к тем или иным вопросам. И нужно дать должное человеку, который, как говорится, многие вопросы в самый сложный период времени
решал и решал достаточно эффективно. Но я знаю его, во всяком случае, особенно как человека, вот, которого, наверное, и я воспринимать стал по-другому. Это время вот нашей совместной последней работы. Преждевременный уход из жизни Геннадия Леонидовича – это, несомненно, большая потеря для страны. Я имел честь быть с ним знакомым давно, еще, как говорят, в те советские времена. Он и тогда был очень заметным человеком, он был очень хорошим управленцем, он был человеком, который всегда принимал нестандартные решения. Он работал на разных должностях и работал в том числе на тех должностях, авторитет которых не всегда вызывал у общественности восприятие, но он умело так строил работу свою и своих подчиненных, что эти сложные участки были очень привлекательными. Вот такие были мои первые впечатления, тогда еще, извините, достаточно молодого человека. И в моем восприятии вот его деятельность была хорошим примером. Он умел работать, он умел подсказывать молодым людям, как надо это правильно делать, и, несомненно, всегда старался достигать высокого результата. И я помню, сегодня это очень отчетливо, потому что по жизни пролетают много кадров разных, да, а вот тот кадр для меня очень важный, кадр Геннадия Леонидовича, он останется у меня навсегда. Вот мои первые впечатления, о которых я бы вам хотел сказать. Я бы хотел несколько слов сказать об этом великом человеке, о Геннадии Леонидовиче Гагуле. Это действительно великий человек, это достойный сын абхазского народа. Это человек большой души и человек большой внутренней доброты. Я это почувствовал на себе. Мы начали работать вместе с нашими абхазскими партнерами с 2005 года. В это время Геннадий Леонидович возглавлял торгово-промышленную палату. До этого у него был огромный опыт государственного управления. Он дважды возглавлял правительство. Он был главой администрации президента. Он вел очень активную государственную работу и общественно-политическую работу. И тогда он нам подсказывал, как грамотно выстраивать свою линию в Абхазии для того, чтобы наша работа была более эффективная. А именно Геннадий Леонидович, он был одним из тех, кто был родоначальником Российско-Абхазского делового форума. Такие форумы проводились каждый год в то время, и он активно участвовал там, он участвовал в подготовке, он был одним из идеологов этого форума. И он вкладывал всего себя для того, чтобы этот форум, а фактически это совместная работа российской стороны и абхазской стороны, чтобы все это отражалось в конечном итоге на позитивном росте экономики. Ушел очень неожиданно. Он говорил мне, что он собирается в эту командировку, что он приедет из этой командировки, позвонит мне накануне, буквально накануне он отправил мне письмо на мое имя и позвонил. Он написал: ты знаешь, я написал свои взгляды на социально-экономическое развитие Республики Абхазия, там, и в сфере экономики, и в сфере социалки, вот, и в сфере строительства и так далее. Вот, отправил тебе, приеду из командировки, и давай потом встретимся, поговорим. Я говорю, конечно, обсудим с удовольствием. Вот, и потом 8 сентября пришла, 9 сентября, там, как раз 8 погиб Геннадий Леонидович. Вот, пришла эта весть трагическая, да, что он погиб. И сначала я не мог в это поверить, потому что как, столько планов, столько энергии у человека. Вот, и вдруг пришла информация, что его не стало. 12-го запланированы были похороны, а 11-го я получил это письмо от него. Вот, с его живой подписью. И, конечно, это было так очень, знаете, ну, как-то... Я переживал по этому поводу, что вот так случилось. Это действительно, не знаю, вот когда знаешь, что человек уже ушел от нас, да, что ушел так вот внезапно, и вдруг получаешь от него письмо. Вот, и когда я читал прямо с болью в сердце, потому что фактически это было такое, знаете, завещание его.
То есть вот система взглядов человека, которого с нами нет, но вот он писал это и подписывал сам вживую, и хотел со мной это обсудить. И вот так случилось. Поэтому я помню об этом документе, и мы сейчас вместе с руководством Абхазии совместно мы делаем все фактически так, как завещал великий Геннадий Леонидович Гагулия. Получилось очень интересно то, что мы с Геной оба гудауцы, но реально познакомились и начали работать вместе вот в 91 году, когда я был избран депутатом парламента Верховного Совета, а Гена уже был председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям. Ну и, конечно, потом было самое большое испытание для всего народа и для каждого в частности. Это начавшаяся в августе 92 года война. И вот тут я должен сказать несколько моментов очень важных, касающихся именно деятельности Геннадия Леонидовича в тот период. Разные оценки давались, как и вообще любому событию, но сегодня я однозначно могу утверждать, что ту работу, которую вел Геннадий Гагулия по обеспечению поставок в Абхазию, как для военных целей, я имею в виду продовольствие, так и для гражданского населения, учитывая огромное количество беженцев, которые приняла Гудаута, лучше него эту работу никто не смог бы организовать. Это делает честь тому, что он сделал. Честь делает и то, что в то время как, к сожалению, многие покидали Абхазию, его семья осталась здесь. И не могу не отметить то тепло, которое шло от этой семьи. Вот несколько важных моментов. К нам приезжали многочисленные делегации, особенно после взятия Гагр. Я имею в виду делегации иностранные. Но так уж получилась специфика в Гудаутах, что кроме как зала, где можно было говорить с людьми, не было элементарных условий для того, чтобы западному гражданину в любом обличии показать, что мы, в общем-то, Европа. Эту Европу демонстрировала семья Гены Гагулия. Я не помню ни одного важного приезда делегаций, которые не были бы гостями в этой семье. И то тепло, которое оказывал не только сам Гена, но и Заира. И я помню, как господин Брунер, значит, спецпредставитель Генсека ООН по грузино-абхазскому регулированию, даже не хотел уходить. Настолько ему понравилось. Это еще раз, говорю, подчеркивает, как тепло было в этом доме. А это было очень сложно, я повторюсь, что это шла война. Знаете, вот, как-то мне в одной из книг понравилось выражение, да, Господь создал землю, но Он не рассказал, как. Вот мы все прекрасно знаем, да, вот в эпохе, да, эти вехи в становлении нашего государства, вот эти последние 25 лет. Но зачастую из повествования выпадает огромный пласт вот этой ежедневной работы, вот этой вот кропотливой, порой нудной, очень сложной, когда с нуля нужно создавать государство. Ведь я открою, наверное, секрет, что многие учреждения, ведомства до сих пор работают по методике, разработанной Геннадием Леонидовичем. Да? То есть вот эту махину во время разрухи, во время невероятных сложностей, да, когда мы находились в блокаде, когда мы находились в такой ситуации, которая, ну, не каждому врагу пожелаешь такое, да. Вот выстроить вот эту систему, заставить маховик вращаться, и после еще ухода, чтобы он по инерции крутился. Это колоссальный труд. И значение Геннадия Леонидовича именно в этом очень сложно переоценить. Для Владислава Арзенбаум стал правой рукой, соратником и другом. Геннадий Гагулия стоял рядом с главнокомандующим в решении не только экономических, но и политических задач. Он лично встречался со всеми представителями международных организаций и разъяснял сложность политической ситуации. Он умел убеждать. Это была черта его характера. Свобода и независимость были завоеваны Абхазией немыслимо дорогой ценой. Однако после победы стало понятно, что построить мирное будущее задача еще более сложная.
талантливый и деятельный организатор оказались нужнее всего. Владислав Ардзинба назначил Геннадия Гагулия премьер-министром Абхазии. Сам Гагулия называл свое назначение обычной работой, хотя ему предстояло спасти страну, которая в послевоенные годы оказалась в политической и экономической блокаде. Я могу сказать одно. Для меня важнее всего военные годы и поствоенные годы. Годы, когда нас не признавали, годы, когда нас гнобили, годы, когда тоже российское руководство, предыдущее, допутинское, делало все, чтобы мы чувствовали себя очень плохо. Нужны были такие люди, как Геннадий Гагуля. Вот они находили варианты решения проблем, когда в 1996 году было принято фактически положение стран СНГ о блокаде Абхазии. Именно Гена нашел пути снабжения Абхазии горючим из Турции, и не только горючим, и продовольствием тоже, что позволило выживать нашей стране, и мне кажется, это надо знать и помнить всем. Вот вообще Геннадий Гагуля, когда знакомился, ну, когда приезжали там военачальники крупные, да тот же Павел Сергеевич Грачев, Сергей Шойгу, это такие великие люди, и они всегда общались с Геннадием. Даже бывали они у него дома, я бывал также дома. И настолько была у них уверенность в общении с ним, и Владиславу было легко, что если Геннадий Гагуля встретился с каким-то военачальником, значит, обязательно будет какая-то польза для нашего общего государственного, для победы. И я полагаю и уверен, и могу смело сказать, что на самом деле он огромную лепту внес в нашу победу. И общаясь с этими военными, общаясь с теми людьми, которые помогали нам, и его вот этот оптимизм, его любовь к человеку, великолепное такое отношение к человеку. Человеколюбие его, оно передавалось с тем человеком, с которым он беседовал или говорил. Пост премьер-министра Геннадий Гагулий занимал еще дважды. Во второй раз это случилось в 2002 году. Гагулий находился в Москве, когда позвонил Владислав Ардзинба. Он сказал: «Бросай все, ты нужен родине». И Гагулий вернулся. Мне приходилось возглавлять и правительство, в котором я чувствовал ответственность перед всем народом, которому я должен служить. И я пришел работать в правительство неоднократно, даже пришлось и 2 или 3 раза приходить. И каждый раз, когда меня призывали, я туда насильно не шел, меня призывали, я шел выполнять свой долг перед своим народом. Ну, что я могу сказать? Вот сам я как раз на стыке этих двух эпох, да, советского и постсоветского, да, постсоветской истории. И от многих я слышал, что очень мне понравилась характеристика Геннадия Леонидовича, да, что когда говорил один из моих близких, кстати, он говорил, что ты знаешь, говорит, Алхаз, говорит, вот у него очень молодой ум. И моложе многих молодых, он говорил. Понимаешь? Да, это человек, который, безусловно, умел адаптироваться ко времени, понимаешь? То есть, если мы принимаем условности, да, того момента, в котором мы находимся, да, то есть настоящего времени, то, принимая их, он их трансформировал под себя, понимаешь, под нужды. Вот это может делать очень мало народа, а он это умел делать. Соответственно, очень четко понимая суть происходящего, понимая причины, влияющие на изменение жизни, да, вокруг, он при этом мог говорить, соответственно, и с очень молодыми ребятами, да, там вот в торгово-промышленной палате, да, там одна молодежь работала, и он прекрасно находил общий язык, потому что он улавливал динамику изменения жизни, динамику изменения вообще каких-то цивилизационных процессов, понимаешь? И поэтому, когда ты находишься на острие этого,
да, соответственно, тебя будут воспринимать молодым. Ты просто адекватный времени, понимаешь? Вот он был очень адекватен сиюминутному времени. То есть он шел на острие, понимаешь? И поэтому говорили о нем как о молодом, да, то есть вот это. Знаете ли, Геннадий Леонидович был из той, я бы сказал бы так, когорты управленцев, избыток которых никогда не будет ощущаться, их будет всегда не хватать. Он был человеком, который мог выполнять очень сложную работу. Его биография известна. Он занимал в послевоенной Абхазии высокие должности. И он был востребован. И востребован был особенно в последнее время. Ведь, казалось бы, да, Геннадий Леонидович создал такую организацию, как ТПП, Торгово-промышленную палату. Ну что еще нужно? Работа поставлена, все идет хорошо, все организовывается правильно. И можно было на этой работе еще долго находиться. Но когда предложили, фактически сказали: Геннадий Ильич, надо вернуться на ту должность, которую вы некогда занимали. И это было непростое решение для него, поменять, в общем-то, спокойную жизнь на огромную ответственность. И он, на мой взгляд, не задумываясь, выбрал снова ответственность, снова нагрузки, снова проблемы, снова необходимость быстрого разрешения этих проблем. И считаю, что он был одним из лучших управленцев этого ранга послевоенной Абхазии. Вы знаете, в жизни я неоднократно повторяла и повторяю, что мне посчастливилось проводить много времени, особенно в последние годы, сопровождая его в различных рабочих командировках, участвуя в приеме разных бизнес-делегаций в Абхазии. И вы знаете, то, как его принимали, то, как он умел вести переговоры, общаться, встречать людей, это, конечно же, наполняло такую вот и вселяло гордость за своего руководителя. И это вселяло надежды на самое хорошее и блестящее будущее. Это была настолько теплая, настолько дружеская встреча. Знаете, может быть, документы, которые мы подписали, незначимы в политическом плане, но больше значимость наше общение, та поддержка народа Кубани и правительства Кубани, главы администрации, который сегодня весь день посвятил делегации Абхазии. И я думаю, у каждого и члена делегации, посетившего Краснодарский край, намного в своей деятельности он будет руководствоваться тем теплом, которым мы сегодня были окружены. В марте 2003 года были трехсторонние переговоры в Сочи. Они были сначала Шеварднадзе прилетел в Сочи к Путину, потом на следующий день к ним присоединился Геннадий Леонидович. И Геннадий Леонидович, когда приехал, значит, у него была сначала некая встреча с Путиным, в ходе которой, значит, было понятно, что там должно было быть подписано некое коммюнике, по которому, значит, абхазская сторона брала на себя некие обязательства. Понятно, что позиция абхазской стороны была, скажем так, особенно по вопросам, по некоторым вопросам уступок, в том числе по вопросу там беженцев и так далее, она была очень резко отличалась от того, что предлагалось, скажем так, в тех темах для обсуждения и в тех проектах, документах. Ну, не будем забывать, что тогда как бы МИДом плюс на все это очень влияла позиция тогдашнего руководства МИДа России. Игорь Сергеевич Иванов был уроженцем Грузии. И как бы в этот момент, когда Геннадий Леонидович пришел, то у них состоялся разговор с Владимиром Владимировичем, как мне потом рассказывал Геннадий Леонидович. И Владимир Владимирович, вот как мне рассказывал Геннадий Леонидович, сказал ему: ну, вот вы мне скажите, почему вы с этим не согласны, объясните мне, мотивируйте позицию, а потом уже вот мы решим в ходе переговоров. И Геннадий Леонидович ему аккуратно по пунктам объяснил, более того, как я понимаю, там основной он упор сделал, почему
в данном случае это будет невыгодно не то что абхазской стороне, а именно российской стороне, как посреднику, да, какие последствия могут, скажем так, лечь политически на российскую сторону. И разговор закончился, Геннадий Леонидович как бы ушел отдыхать, куда его, значит, сопроводили российская служба протокола. Ну, проходит какое-то количество времени, очень небольшое. Геннадия Леонидовича зовут. Он говорит, ну я не готов, там мой протокол не готов, вообще я вот сейчас надо бы понимать, чуть-чуть не посмотреть документы. Он говорит, нет, все нормально, там ему говорят, все нормально. Он выходит, и он уже по тому, как, скажем так, сколько стоит журналистов, какое количество работников различных протокольных служб, ВСО вокруг, он понимает, что происходит. И ему Путин говорит, стойте рядом со мной, и их фотографируют минут 5 вместе. В этот момент протокол вводит Шеварднадзе. И Путин говорит, Эдуард Амвросич, я вам представляю премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагуля. Напомним, что тогда де-факто Абхазия была независима, де-юре она входила в состав Грузии, и как бы, ну, скажем так, случился некий такой психологический, ну, если говорить грубо, то это такой щелчок по носу Эдуарду Амвросичу, потому что, ну, как он не знает, скажем так, премьер-министра Абхазии, да? Дальше они сели, и, значит, началось обсуждение документа, и каждый раз, когда, значит, обсуждались какие-то спорные моменты, Владимир Владимирович говорил, ну, вот тут еще Геннадий Леонидович, надо бы и мнение абхазской стороны. В результате Геннадий Леонидович говорил так аргументированно, что тексты изменялись. Шеварднадзе это было очень, значит, не понравилось. Даже в какой-то момент когда там кто-то, по-моему, что-то не успели принести, ну, вот, вариант документа, как бы окончательно переписанный в иной формулировке, Шеварднадзе вскочил и сам побежал к машинисткам. Вот, что для его более чем 70 лет это было, скажем так, очень с его стороны было видно, что человек разозлен. После чего возникла некая пауза между вот подготовкой этого документа, и вдруг, ну, раздался какой, ну, должны были принести окончательный вариант, такая пауза, тишина, и вдруг Шеварднадзе говорит, а что-то я вас не знал в советские годы. Он говорит, ну как же вы не знали, мы с вами там в 73-м или там в 74-м, я уже сейчас не помню, году встречались, там строился на Рице объект, я, если вы помните, был начальником управления строительства, и вот, значит, между нами случилась такая-то сцена, говорит Геннадий Леонидович, там он написал некий конфликт, Шеварднадзе задумался и говорит, да, я это помню. А вот вы тогда бы могли бы вот пойти до конца, то есть пойти жаловаться на меня в вышестоящую инстанцию? Он говорит, да, конечно, я пожаловался, если бы там. И как вот вы нас тогда, наверное, боялись, сказал Шеварднадзе Геннадию Леонидовичу. Он говорит, ну да, вы же были партийным руководителем. А он говорит, а сейчас? Ну вот сейчас нет. Вот такая была история. Я напомню, что именно эта встреча на самом деле дала очень много в российско-абхазских отношениях. То есть после этого, как мы помним, начался самый крупный этап паспортизации, то есть вхождение граждан Абхазии в гражданство России, который дал как бы абхазскому обществу возможность, скажем так, пользоваться российским паспортом как документом и способом передвижения. Именно после этого, во время этих переговоров Геннадий Леонидович договорился с Владимиром Владимировичем по ряду социальных выплат для абхазских пенсионеров и прочее. И это была на самом деле прорывная встреча. В начале нулевых годов экономическая изоляция страны ощущалась все более остро. Абхазию во что бы то ни стало нужно было вывести из политического и экономического кризиса, и Геннадий Гагулия это прекрасно понимал. В 2002 году Геннадий Гагулия создает торгово-промышленную палату Абхазии.
Во многих странах мира палаты существовали уже 400 лет и были хорошо известны как инструмент для поддержки бизнеса и укрепления связей с другими государствами. Но создать такую организацию в Абхазии в условиях послевоенной разрухи и отсутствия производства казалось невозможным. У Геннадия Леонидовича это получилось. Торгово-промышленная палата Абхазии стала важной частью сообщества как внутри, так и за пределами страны. За 16 лет работы палата подписывает экономические соглашения с 13 субъектами России. Ее сотрудники представляют Абхазию на международных выставках в 30 странах мира. Удовлетворенности не должно быть. Все время должна быть неудовлетворенность тем, что сделал. Достигший одной высоты, надо стремиться покорить еще другую высоту. Мы достаточно долго были знакомы, я бы, наверное, даже сказал больше. Мы были в таких дружеских отношениях с Геннадием Леонидовичем. Он не только долго проработал в торгово-промышленной палате Абхазской, но он очень много сделал для того, чтобы как раз бизнес России, бизнес Абхазии плотно работал между собой. Вообще человек был очень открытый, несмотря на его достаточно такую серьезную биографию трудовую. Он побывал уже до того, как пришел в палату, и руководителем правительства был, и заместителем руководителя, руководителем правительства, главой администрации президента республики. То есть очень серьезные посты. Был необычайно скромный человек, такой очень теплый, добрый человек. И достаточно хорошо вообще мог коммуницировать практически с любыми людьми. Он очень хорошо вписался в работу с Южным федеральным округе. Практически на всех мероприятиях или он, или его коллеги приезжали. Он очень внимательно следил за всем, что происходит и в системе Российской торгово-промышленной палаты. И иногда говорил мне некоторые вещи, я бы даже сказал, подсказывал. Вот вы там сделали так-то, вот написали там на сайте и так далее. Мне кажется, вот если бы вы там сделали вот так, это было бы еще лучше. Но он всегда очень мягко делал такие подсказки, боясь кого-то там обидеть. Но, тем не менее, он человек, конечно, с огромным опытом и с огромным запасом знаний был. Знанием людей, знанием экономики. И это, конечно, необычайно помогало и ему, и нам в работе с ним, с абхазским бизнесом. Вообще человек, конечно, на мой взгляд, бесконечно преданный своей родине, бесконечно преданный людям Абхазии. Он всегда за все переживал очень, когда какие-то неприятности случались, всегда искал какие-то пути новых контактов, привлечения абхазского бизнеса, создания возможностей для абхазского бизнеса, всем приграничным или пограничным проблемам, которые возникали в продвижении продукции абхазской и вообще в совместной работе. Поэтому в этом плане, конечно, это был человек-патриот, патриот своей страны. И еще раз хочу сказать, что несмотря на все свои былые заслуги, он был, конечно, очень скромный человек. Особая заслуга – это, конечно, авторитет Геннадия Леонидовича и как он преподносил вообще Абхазию, палату, республику уже на международном уровне. Ведь его вот эти вот позывы доказать, что жизнь продолжается, жизнь мирная, нет никаких там уж глобальных притязаний на что-то. Дайте просто жить и свободно чувствовать всем остальным. Вот этот его девиз позволил, наверное, сделать то, что в Абхазии появилось представительство и в Брюсселе на весь Евросоюз, что Абхазия зашла и на китайский рынок, Абхазия хорошо сотрудничает с Турцией. Вот это, ну, естественно, Россия, это как бы наши регионы, это тоже стратегические партнеры, наверное, палаты Абхазии. Вот в этом весь Геннадий Леонидович, который все это делал. Еще нас с ним связывает Сирия. 7 сентября, накануне гибели, так уж получилось, мы параллельными курсами, я с коллегами участвовал в Дамасской ярмарке, туда же приезжал со своей делегацией Геннадий Леонидович, но уже будучи, соответственно, премьером Абхазии. И так уж судьба свела, что мы не могли там не обняться, не выпить вместе чашечку знаменитого сирийского кофе, я бы так сказал.
и поговорить о некоторых вещах, которые мы планировали сделать в перспективе. А у нас действительно есть что, потому что, ну, наверное, не секрет, что, наверное, сейчас россияне вряд ли себя представляют без абхазского побережья в летний период. Ну, 7 месяцев зима, где отдыхать? Абхазия, конечно, это то место, которое не нуждается в рекламе, я бы так в 2 словах сказал. И Геннадий Леонидович четко хотел выстроить такую программу по линии туризма, которая бы, с одной стороны, была действительно комфортна и приятна для всех жителей, независимо от того, где они живут, в том числе и в России, а с другой стороны, приносила реальные доходы в бюджет государства. Человек очень преданный своему делу. Это было видно и по работе в торгово-промышленной палате, который пытался донести до всех, куда ему приходилось ездить по работе, в другие государства, о ситуации в Абхазии, о возможности выстроить отношения с этим маленьким государством. И вот одна из таких поездок и дала результаты. Его первые шаги торгово-промышленной палаты на сирийской территории дали результат дальнейшего нашего признания. Да, были потом и те отношения, которые складывались уже между руководством Сирии и нами, но первые зачатки этой работы были заложены именно с позиции торгово-промышленной палаты. Ну, любой из руководителей, когда едет навстречу кому-то, и ко мне, когда идут дипломаты, руководители палат, у меня всегда есть возможность до этого с помощью моих коллег познакомиться с краткой биографической справкой человека. Чем занимался, в каких областях получал образование, ну, у многих же не одно образование. То есть понятно, в общем-то, человек, кругозор его, и в чем он, так сказать, силен, о чем можно с ним говорить, о чем можно договариваться. Ну вот тут представьте, что когда ложилась справка любому из руководителей, что к вам едет руководитель Абхазской палаты Геннадий Владимирович, да, и каждый читал, председатель правительства Абхазии, глава, значит, администрации, да, это сама справка уже о человеке говорила о том, об его опыте, о его возможностях, о уважении, которое к нему есть у него на родине, в правительстве, среди его коллег, ну, по даже тем постам, которые он занимал. Конечно, это другое отношение. И в том, что такое отношение было к Абхазской палате, и во многом, может быть, даже и к Абхазской республике, оно формировалось в том числе и с помощью Геннадия Леонидовича, его авторитета, его харизмы, если хотите, личности его. И думаю, что и сирийцы, конечно, когда там Геннадий Леонидович побывал, тоже, в общем-то, по достоинству оценили, кто возглавляет палату, ну и дальнейшее уже вот признание республики. Поэтому и то, что контакты были, может быть, даже не все, кто там признал республику, но контактная база-то у Геннадия Леонидовича была очень большая. И вместе с нами он работал на многих международных площадках и сам по себе работал своей делегации собственной. Поэтому я думаю, что, конечно, в первую очередь это авторитет его личности. Я помню тот день, когда мы возвращались с первой рабочей командировки после участия вот в Дамасской международной ярмарке. А у нас вообще была такая традиция подводить итоги всех состоявшихся встреч в рабочих командировках, отмечать плюсы, минусы, но в этот раз все было иначе. Это была очень тяжелая дорога, по времени занимала почти 5 часов из Дамаска в Бейрут. И мы летим уже в самолете, Геннадий Леонидович сидит рядом, и вдруг обращается ко мне и говорит следующие фразы. Ты знаешь, Тамила, скоро настанет признание Абхазии и Сирии, я в этом глубоко убежден и уверен. Я, конечно же, удивилась, тут же задала ему вопрос: Геннадий Леонидович, откуда такая уверенность? Или вы уже что-то знаете после всех официально состоявшихся встреч? На что он мне ответил, как позже я узнала, словами Марка Твена: секрет того, чтобы чего-то добиться, надо начать. Не прошел и год,
как признание Абхазии Сирийской Арабской Республикой состоялось. В 2018 году, я помню, и вторую уже рабочую командировку, большую делегацию, которую возглавлял президент республики. Вот когда я говорю о строгости, о каких-то его качествах как руководителя, он с внуками был совершенно иной. Видимо, чувство деда, но как-то делает человека добрее, ласковее. Хотя по долгу службы он был очень занятой человек, и времени на семью оставалось мало. Он то немногое свободное время отдавал семье, работе по хозяйству. Кстати говоря, у него образцовый сад. Знаете, если по Булату Акуджаве, да, то нужно говорить друг другу комплименты при жизни. Геннадий Леонидович не был обделен вниманием, он не был обделен добрыми словами в свой адрес. Но мне кажется, что он заслужил намного больше добрых слов о нем при жизни, чем это происходит, к сожалению, после ухода из жизни. Вот тут мой личный долг перед ним и, наверное, многих людей. Да, так принято, что об ушедших или хорошо, или ничего. Мною сейчас руководят совершенно другие чувства. Мною руководит то, что я жалею, очень жалею о том, что я при жизни не сказал ему больше добрых слов, чем это когда-то сделал. За его отношение ко мне, за его отношение к нашим общим знакомым, к нашим общим друзьям. Вот. Ну, вот этот долг, к сожалению, остается долгом, и больше ничего. Суббота-воскресенье, как-то вот после рабочего дня в субботу или воскресенье после этого, мы всегда собирались у меня дома, сидели и играли этот проферанс. Кто победит. Иногда, значит, ругались, даже там, если вдруг что-то не так это сделаем. Доходило до того, что сейчас вот он умер, нету его. И вот эти карты и сама пулька, которую он рисовал, это он брал себе, так рисовал. Все у меня лежит на столе там. Я как-то захожу, и этот столик стоит там, где мы играли все время, значит. Воспоминания такие. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что для меня, для моей семьи, его семья вся была самыми близкими. У него прекрасная супруга, она заслуженный врач республики, возглавляет дети, сын, дочь, внуки. В этом отношении мы просто потеряли вот его как это, а так все они на месте, мои золотые. Дай Бог им всем здоровья. Они могут с гордостью гордиться своим отцом, своим дедом. Это нет никаких вопросов. И они это и делают. Дай Бог им всем здоровья. Ну, жизнь так устроена. Как говорится, царство ему небесное. А мы, наверное, скоро встретимся там. Не за горами время. Мне тоже. Тем более он моложе меня на 4 года. Я думаю, пообщаемся еще недолго. Знаете, он один из тех, который видел, когда солнце восходит, когда закат красивый. Удивительный человек был. Знаете, выходили в город вечером, когда он премьер-министром был, я министром, он вызывал, говорит, давай по берегу пойдем, посмотри, говорит, какой великолепный закат есть. Я поражался, он режиссер, что ли, какого черта он такой, он сидит там примерно, посмотри, дай походим, говорит, посмотри. А потом по берегу мы ходили, а потом по проспекту ходили. Даже, говорит, вот здесь, говорит, деревья мало, но ты чувствуешь запах цветы, говорит, вот уже, говорит, цветы. Вот он умел создавать вокруг себя, растворяться
вот создавал вокруг себя такую ауру, что он растворялся в самой природе. Несмотря на то, что он занимался бизнесом, чиновником, знаете, он во всем был настоящим и естественным. Вот эта острая боль, она со временем притупляется, уходит, и остается теплая грусть. Вот именно то, что тебе не дает быть. А память о таких людях, она быстро не стирается. Потому что на каждом шагу ты видишь плоды его труда. И в какой-то момент, наверное, боль уступает гордости. Вот за него. Понимаешь? Что будет говорить о нем, и сквозь призму величия этого человека будут смотреть на нас, его потомков. Патриотизм бывает разным. Бывает в убеждениях и в сердце, а бывает в результатах утомительной работы, каждодневного упорного труда. Геннадий Гагулия помог своему народу выжить и победить в тяжелейшей войне. Спас страну от политической и экономической блокады. Заложил основы для международного признания Абхазии. Внес огромный вклад в развитие абхазской экономики. Собрал коллектив профессионалов и единомышленников. Был предан друзьям и соратникам. Любил свою семью. Воспитал детей и внуков. Вырастил сад. Такой патриотизм продолжает жить в результатах труда и результатах любви этого человека. В народе, в семье, в детях. Тоже липа. Тоже липу. Вам липа. Леонид Ильич, а что вы сажаете? Тоже липу. 5 липов. Все, люди липу. Опа. Василий Иванович нас тут всех уравнял, всех сделал липовыми. Да, кто возьмет. Это все в темную идет, правильно? Вот, это все у нас. Все, мы на века оставляем. Вот эту ветку надо... Где надо закупать? У меня без воды. Приглашаю всех.